Жители Нерюнгринского района будут лечить инновационной стоматологией. Такой способ протезирования в данное время разрабатывает резидент местного технопарка. Какие материалы используют, чем отличается данная технология и что планирует технопарк в дальнейшем, расскажет мой коллега Сергей Козюра. Максим Швецов с проектом «Инновационная зуботехническая лаборатория» вступил в ряды резидентов ТОР Якутия в Нерюнгри 3 года назад. Использование современных технологий протезирования зубов, которые не будет отличаться от природных, давняя мечта зуботехника. Преимущество какое диоксида циркония? Так, то, что он биосовместимый, биоинертный. Эстетический вид у него получше, светопроницаемость лучше. И даже можно, если посмотреть на свет, то видно, что он просвечивается. Для инноватора созданы все условия и закуплены специальное оборудование, с помощью которых можно создать идеальную модель протеза. Сначала сканируют гипсовый слепок и получают изображение зубного ряда на компьютер. Потом отмоделированное мы отсылаем на станок, где с помощью пятиосного станка мы вытачиваем именно этот каркас. Недавно резидент получил лицензию на лечение зубов и уже оказывает свои услуги населению. Стоит отметить, что в технопарке зарегистрированы 9 резидентов по направлениям IT, машиностроение, биотехнология. В будущем планируют запустить еще несколько проектов. Кроме того, к концу года мы намерены запустить на базе технопарка IT-школу. Это тоже проект, который будет реализован нашим резидентам. Мы уверены, что IT-школа будет также помогать нам в вопросе воспитания новых резидентов и развития этих компетенций на территории Нерюнгринского района. Технопарк признан стать открытой площадкой для коммуникаций общества, власти и бизнеса. Это будет основой для инновационного и экономического развития Нерюнгринского района. Сергей Козюра, Вадим Барашков, Нерюнгри.